Найти виновников трагедии. 6-летний мальчик пострадал в результате детской шалости. Трое ребят играли на пустыре. В одном из оврагов нашли кинескоп. Несчастье произошло, когда деталь от старого телевизора взорвалась в руках мальчишек. Радмир Азнабаев разбирался в ситуации. Когда он взорвался уже, крикнул «Круто!». Так 6-летний Сева вспоминает реакцию своего старшего товарища на выбитый глаз. С того злополучного дня прошло уже полгода. Трое мальчиков 6, 9 и 12 лет решили поиграть в пустыре за садовым товариществом. Вот на этом пустыре в одном из оврагов ребята нашли неизвестный им предмет. Им показалось, что это обычная раковина, ведь мало кто из современных детей имеет понятие, как выглядит кинескоп от лампового телевизора и что он вообще может взорваться. Разлетевшиеся в результате взрыва осколки попали в Севу. Итог: проникающее ранение сетчатки глаза и рваная рана губы. Мы пошли за ним. Сказал, пошли искать штуки для машины, чтобы создать алмазы. Шли, он перетащил какую-то штуку, дернул за лампочку, и она рванула. Он на тебя ее наставил специально или как это было? Не знаю, он просто рядом поставил. Правый глаз Севы никогда уже не будет видеть. Мама пострадавшего мальчика уверяет, зачинщик сомнительной игры – 12-летний друг Севы. Она обращалась в полицию, но возбуждать уголовное дело правоохранители отказались. Инспектор опросил этого мальчика. Он не знает в 12 лет, где он живет, назвал только город Санкт-Петербург и улицу. Свидетели также не были опрошены, и до сих пор их не хотят опрашивать. До сих пор полиция Иглино не хочет устанавливать родителей этого мальчика. То есть, нужно мне, чтобы подать в суд, хотя бы даже в гражданском порядке. Известно, что 12-летний мальчик, которого обвиняет мама Севы, живет в Санкт-Петербурге и приезжает на каникулы в Башкортостан лишь летом погостить у бабушки в Иглинском районе. Мы поговорили и с мамой этого подростка. Она уверяет, что был несчастный случай. Прошло расследование, и все были опрошены. Подняли ее, втроем они были. И один отпустил край, и край упал. Приходила полиция 2 раза домой. Мы все живем в садовом товариществе. Она нас прекрасно знает, где домик находится. Юристы утверждают, что подавать в суд и пытаться взыскать что-либо со стороны представителей 12-летнего подростка бессмысленно. Так же, как и искать состав преступления в его действиях. За то, что кто-то подговорил пойти погулять, у нас все-таки, слава богу, за это уголовная ответственность не предусмотрена. Родителей других детей, тут не важно возраст, нельзя привлечь к ответственности ввиду отсутствия вообще какого бы то ни было их причастности. Нельзя привлечь ни к уголовной, ни к административной, понятно, и в том числе к гражданской ответственности. Между тем, врачи дают неутешительные прогнозы по поводу Севы. Доктора борются за сохранение глаза. Зрение, к сожалению, мальчику не вернуть, как нервы и средства, потраченные на лечение. За полгода у семьи Барковых ушло более 100 тысяч на лекарства и посещение специалистов, в том числе и московских. Радмир Азнабаев, Наиль Гайнуллин, Анас Валиуллин и Рамиль Вахитов. Новости. Иглинский район и Уфа.